Номер 156. Пройдите, пожалуйста, к окну под номером 10. Таких очередей казахстанские центры обслуживания населения еще никогда не видели. Сразу же после новогодних праздников тысячи граждан начали буквально штурмовать ЦОДы в попытке не нарушить вступивший в силу закон о временной регистрации. Отныне казахстанцу, выезжающему за пределы постоянного места жительства более чем на 10 дней, предписано встать на учет по новому адресу. Вот только для того, чтобы получить заветную справку, необходимо отстоять 4 очереди и потратить как минимум 3 часа. По телевизору сказали, 15-20 минут займет эта процедура. Вот я маленького ребенка дома оставила, пришла, и вот уже 2 часа они там голодные, не кормленные. Основные проблемы — это блок просто не работает. Заходят посторонние. Перед Молдовой взяли? Уже хайва пойдем, следуем каждый раз. По 3 способны не стоим уже. Уже возишься. Меня заставили выписаться со своей квартиры, прописаться к дочери. Теперь меня опять заставляют прописаться в свою квартиру, а сделать у дочери регистрацию. Это что за бардак? Новое правило распространяется и на тех, кто работает в другом городе, и даже на тех казахстанцев, которые ложатся в больницу на длительное лечение. Штраф за отсутствие регистрации не маленький, около $50 США. Казахстанские правозащитники сразу же забили во все колокола, заявляя о том, что новый закон грубо нарушает ратифицированные международные конвенции, не говоря уже о его возможной коррупционной составляющей. В Казахстане половина населения не имеет жилья. И этих людей всех подвесили. Сегодня они либо должны бегать и стоять в очередях, либо сидеть и ждать стука в дверь. Причем они-то знают, что такое наши полицейские. Это же не бельгийские полицейские и не польские, понимаете. Наши полицейские, они знают, как из людей выбивать деньги. В дискуссии активно включились и социальные сети. Пользователи соревнуются в попытках создать мем, наиболее точно отражающий ситуацию. В первый же день на сайте avaz.org появилась онлайн-петиция против нового закона. За 4 дня она собрала почти 10 тысяч подписей, но после сайт оказался заблокирован. Закон вызвал очень большой негатив. Негатив в отношении полицейских, всей власти, и в том числе президента Назарбаева, потому что люди понимают, что в этой стране ничего без его согласия не делается. И я думаю, что власти предполагали такую реакцию, и именно поэтому Назарбаев уехал из страны, чтобы в отпуск, чтобы наблюдать со стороны и не подвергаться критике со стороны людей. Раздраженная реакция казахстанцев на нововведение совпала с профилактическим поквартирным обходом в Алма-Ате в преддверии универсиады. Пользователи соцсетей делятся друг с другом опытом, как не оказаться оштрафованным за отсутствие регистрации, а юристы бесплатно консультируют граждан об их правах. Самый универсальный совет – это в любой непонятной ситуации, как только что-то градус общения накаляется с полицией, и вам это не нравится, надо угрожать, то что я сейчас позвоню на телефон 102 и буду вызывать ваше начальство, либо управление собственной безопасности ДВД. И буду жаловаться на вас, на ваши действия, и снимать на видео начинать надо происходящее. То, что изменения в законодательстве вызвали серьезный резонанс, подтверждает и реакция властей. Все центры обслуживания населения переведены на 12-часовой режим работы, без обеда и выходных. За последние 3 дня их уже посетили более 40 тысяч казахстанцев, а премьер Бахытжан Сагентаев в ходе заседания правительства жестко отчитал министра внутренних дел за плохую работу с населением. 22 декабря. Первое разъяснение, когда мы дали? Мы дали после того, как пошел ажиотаж в ЦОНах. Да, согласен. Мы понимали, что эта норма коснется людей. Мы могли 22 числа начать работу по разъяснению. После правительственного часа министр внутренних дел пообещал журналистам, что в первый месяц полицейские не будут штрафовать нарушителей, а ограничатся предупреждением. Руководство центров обслуживания населения, в свою очередь, обязали максимально сократить время процедуры регистрации. Дмитрий Беляков, Павел Ангельгард. Настоящее время.